Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлил уqдатан мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ва анфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. После этого мы продолжаем наши уроки в Исламском университете Украины онлайн режиме. У нас был урок в субботу. Мы его перенесли 9 часов после того, как я приехал. Мы до сих пор не сделали тафсира. Однако мы остановились на тафсире Джузу Амма. Было у нас тафсир, получается, 96-я сура из Корана. Баракаллаху фикум. И Аллах в Коране 96-м сурате говорит нам, Суратуль Алак называется. Конечно, до того, как толковать эту суру, иншаллах, прочитаем сначала. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Икра бисми раббика алладhi халак. Халакал инсана мин алака. Икра ва раббукал акрам. Алладhi аллама бил калам. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب. Итак, Аллах закончил эти аяты. Сура Аляк называется, 96-я сура. Баракаллаху фикум. Итак, будем толковать его, объяснять его. Бисмиллахир рахманир рахим, сказал Аллах Всевышний в Коране. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. В первом аяте Аллах сказал: читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее. Икра бисми раббика алладhi халак. Это имеется в виду, извиняюсь, выключился. Икра бисми раббика алладhi халак. Эта сура была первой коранической сурой, ниспосланной посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Она была ниспослана в самом начале его пророческой миссии, когда он ничего не знал о Коране и вере. К нему явился ангел Джибриль, Гавраил еще говорят, с посланием его Господа велел ему читать. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отказался, оправдав свой отказ тем, что не умеет читать. Он не умел читать и писать, в этом есть и его чудо пророческое. Тем не менее, ангел настоял на том, чтобы он повторял вслед за ним то, что не спаслал Аллах. Халакаль инсана мин алак. Сотворил человека из густка крови, Аллах сказал. Аллах особо упомянул об сотворении человека, который вначале представляет собой всего лишь сгусток крови. Господь, сотворивший человека и позаботившийся о нем, не оставил его без повелений и запретов. У человека есть повеления и запреты. Он отправил к человечеству посланников. Человечеству, что Аллах отправил? Посланников. И не спаслал Писание, руководство еще. Вот почему после повеления читать Аллах сообщил о том, что именно Он создал человека. И Аллах сказал дальше: «Икра ва раббукаль акрам». И периоды создания человека бывает несколько периодов. Первые 40 дней, как говорится, до капли, потом сгусток, а потом бывает плоть. Уже 120-й день, как проходит, вдувается в чреве матери, душу вдувается ангелом, ответственным за эти души. И так становится ребенок уже человеком после 120 дней. Икра ва раббукаль акрам, Аллах сказал, читай, ведь твой Господь самый великодушный. Его великодушие и добродетель огромны. Его великодушие и добродетель огромны, а щедрость бесконечна. И всего
из своего великодушия Он научил человека различным наукам, Аллах научил. Аллади аллама бил калам, Аллах сказал, Он научил посредством письменной трости, научил человека писать и читать. Аллама аль-инсана ма лам я'лам, научил человека тому, чего тот не знал. Это в 5 аяте уже. Человек появляется на свет совершенно безграмотным, невежественным. Но Аллах одаряет его слухом, зрением, разумом и облегчает для него познание окружающего. Он учит ему Корану и мудрости, учит тому, как обращаться с письменной тростью. Благодаря перьям и ручкам люди охраняют знания, оберегают свои права и общаются друг с другом. А письма порой даже замещают самих людей. Письма. Представьте, как сегодня с сообщениями. Хвала Аллаху за то, что Он одарил своих рабов благами, за которые его невозможно отблагодарить сполна. Калля инналь инсана лаятга, Аллах сказал. Но нет, человек приступает к границе дозволенного. Но нет чего? Человек приступает к границе дозволенного, Аллах сказал. Калля инналь инсана лаятга. Тугьян, это имеется в виду перейти границы. Тагут, имеется в виду тагут, тому, чему поклоняется помимо Аллаха другому. То есть он перешел границы. Тагут. Ар-руаху стагна, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. Ар-руаху стагна. Инна иля раббика руджа. Но к твоему Господу предстоит возвращение. Каждому. Аруайта аллади янха. Что ты думаешь о том, кто мешает? Абдан ида салла. Когда человек молится тому, кто мешает. Абдан, рабу, когда тот молится. Как сегодня некоторые мешают людям молиться. В молельных залах, мечетях, культурных центрах. Будь это, если нету этого места, допустим, при вокзале, при аэропорте, допустим, при, допустим, таких общественных местах, при школе, при университете, если нету молельной комнаты, если нету, то тогда человеку нужно молиться, где бы он ни был. Если государство не предоставило, человек приезжает в гости, допустим, он же платит там налог, он же, как говорится, да, вкладывает государству. Если это государство справедливое, более справедливое, то они должны предоставить место молитвы. Место молитвы. Если там народ местный и не хватает им мечети, они должны предоставить и мечети, или культурные центры и тому подобное. Если государство более справедливое. Если государство несправедливое, то тогда и видно по ней. В аэропорту, если там мусульмане, они должны предоставить место молитвы. И также не мусульманам тоже бывает место молитвы. Иншаллах, закину в Бельгии то, что я сам снимал. Место молитвы есть. И также в Германии есть. Араита аллади янха. Что ты думаешь о том, кто мешает молиться? Некоторые мешают молиться, в парке мешают. Сами мечеть не предоставляют, молельные комнаты не предоставляют, и потом еще в парке молиться запрещает. И Аллах говорит, абдан ида салла, рабу, когда тот молится, им будет, инша Аллах, мучительное наказание. Аллах наделил человека богатством и пропитанием, однако зачастую человек оказывается невежественным и несправедлив. Человек молится, ставьте его молиться. Если сами не предоставляете ему место молитвы, молельные места, мечети, тогда дайте ему молиться хоть на земле. Это земля, собственность Господа, миров Творца, и небеса его собственность, и земля, и воздух. При виде своего богатства он становится нечестив и распутен. Вот становится нечестив и распутен. Превозносится над руководством Господа. Слова Господа они не видят и не слышат, глухие и немые они. Забывает о том, что вернется к нему, и перестает спрашиваться о возмездии. То есть страшиться, извиняюсь, возмездия. Он не только сам не следует прямым путем, но и призывает других свернуть с него. Он мешает им совершать намаз, поклонение, самое прекрасное из повеления религии. Поэтому далее Аллах обратился к этому
закоренелому грешнику и сказал он: «Аруэйта инкана аль-худа». Что ты думаешь, если он был на правом пути? «Ау амара бит-таква», или призывал к богобоязненности? «О грешник, ты посмел чинить препятствия молящемуся мусульманину?» А вдруг этот молящийся знал истину, придерживался ее и призывал к благочестию других людей? А если так, то можно ли препятствовать этому? Разве, мешая ему, ты не проявляешь величайшую враждебность к Аллаху, Господу нашему Творцу, и сопротивление истине? Чинить подобные препятствия может лишь тот, кто сбился с правого пути и вводит в заблуждение других. В 13 аяте Аллах сказал: «Аруайта инкаддаба ва тавалля». Что ты думаешь, если он счел ложью истину и отвернулся от него? В 14 аяте: «Алам я'лам би анна Аллах яра». Неужели он не знал, что Аллах видит его? Неужели этот грешник сопротивляется истине, не признает Коран и отворачивается от повеления Аллаха? Неужели он не боится своего Господа и не страшится его наказания? Неужели он не знает, что Аллах видит каждый его поступок? Аллах все рассчитывает и знает. Аллах Субхану ва Тааля контролирует все. Аллах все это видит. Однако Аллах испытывает этого раба молящийся, он будет молиться или нет. Не надо страшиться, пугаться. Не надо пугаться их штрафов. Аллах поможет, иншаллах, бороться с этим. Аллах выведет среди общества богобоязненных людей, кто поможет заплатить эти штрафы. Как в Франции. Один богатый человек сказал: я беру на себя эти штрафы. Сестры, носите никабы. Но нет, если он не перестанет, то мы схватим его за хохол. Биннасия, вот эта местность, вот это место, то есть. Насиятин кадибатин хатия, хохол лживый, грешный. Если он не воздержится от своих поступков и речей, то мы схватим его за хохол и будем к нему безжалостны. Всевышний назвал хохол этого нечестивца лживым и грешным, потому что его речь лживая, а поступки порочны. Фаляд'унади, Аллах сказал, пусть он зовет свое сборище, свой клуб, свое сборище, свою общину. Как сегодня общинами некоторые ходят против верующих единобожников мусульман. Они стараются вытеснить их. Да вытеснит вас Аллах с этой земли. Тот, кто против молитвы, тот, кто против мусульман, чтобы молились, тогда создайте им молитвенные места. Санад'у забани, Аллах сказал. Мы же позовем адских стражей. Мы же позовем адских стражей, Аллах сказал. И пророк, саллаллаху саллям, с ним был кто? Ангелы были с ним. Да поможет верующим единобожникам, кто молится, где бы они ни были. Только во время молитвы не заграждайте, пожалуйста, дорогу. Дорогой пути людей не заграждайте. Молитесь в стороне. Но если вам мешает в стороне, то Аллах им судья, инша Аллах, Аллах их накажет. Но посередине дороги не надо закрывать дорогу людям. Санад'у забания. Мы же позовем адских стражей. Пусть этот мученик зовет сторонников из своего окружения в надежде, что они поддержат его в тот час, когда когда его постигнет Божья кара. Мы велим адским стражам схватить его и подвергнуть лютой кары. Тогда он увидит, кто из них сильнее и могучий. Это наказание обещано каждому, кто чинит препятствия правоверным. Что же касается самих правоверных, то им велено не уступать желаниям грешников и не подчиниться им. Поэтому далее Всевышний сказал: «Калля ла тути'ху васджуд вактариб». Тут сделать суджуд является желательным. Сурату Саджди, сурату Аляки и сурату Иншикаки. Так нет, не повинуйся ему, а поди ниц и приближайся. Сура чего? Аляки желательно. Поэтому мы сейчас в эфире даем урок, не будем делать. Не повинуйся нечестивцам, Аллах сказал. Так нет, не повинуйся ему, а поди ниц и приближайся к Аллаху. В переводе аяти. Не повинуйся нечестивцам, потому что они призывают к тому, что влечет за собой великий урон. Поклоняйся своему Господу и
и пытайся приблизиться к нему, как во время земного поклона, так и во время других обрядов поклонения. Воистину все они помогают человеку приблизиться к Аллаху и снискать его благосклонность. Эта сура была ниспослана по поводу Абу Джахля, многобожника мушрика. И сегодня эту же историю повторяют те люди, которые следуют за этой невеждой, Абу Джахлем. Невежда, многобожник. За этим человеком следуют некоторые люди в некоторых странах. Запрещает людям молиться. Если они запрещают в общественных местах молиться, то тогда предоставьте им в общественных местах молельные комнаты. Предоставьте, пожалуйста, в торговых центрах, школах, университетах, аэропорту, вокзалах. И мечети, если заполнены, предоставьте им мечети тоже. Они платят налоги, государству платят они? Платят. Тогда соизвольте быть справедливыми, но не тиранами. Если вы будете тиранами, Господь вас погубит, инша Аллах. То есть, по воле Его погубит. Потому что, когда несправедливые законы, государство бывает близко к гибели. Любые общества, государства, личности, когда они справедливые, то тогда люди близко бывают к погибели, уничтожению. То есть сами себя они таким образом уничтожают, будучи несправедливыми. Все они помогают человеку приблизиться к Аллаху и не снискать его благосклонность, мы сказали. Эта сура была ниспослана по поводу Абу Джахла, неверующего мекканца, многобожника, который мешал посланнику, саллаллаху алейхи, молиться и причинил ему страдания. Тем не менее, она касается всех неверующих, которые препятствуют распространению добра, и всех верующих, которым чинят препятствуют нечестивцы. Итак, тафсир Саади закончилась, и зайдем в тафсир Ибн Касира, возьмем оттуда тоже пользы. И суратуль Аляка, 96 сура. Передается сборника Бухари и Муслима от Аиши, что началом откровения из послания посланнику, саллаллаху алейхи, стало благое видение во сне сначала. И он никогда не видел иных видений, за исключением таких, которые приходили подобно утренней заре. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал часто уединяться в пещере, на горе Хира называется, где занимался делами благочестия, что выражалось в поклонении Аллаху в течение многих ночей, пока у него не возникло желания вернуться к семье. Обычно он брал с собой все необходимое для этого припасы, а потом возвращался к Хадидже и брал все, что ему было нужно для нового такого же уединения. Уединение это было. Это продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина. Когда он находился в пещере в горе Хира, к нему явился ангел и велел читай, на что он, саллаллаху алейхи, ответил: я не умею читать. Посланник, саллаллаху алейхи, сказал еще: Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем отпустил меня и снова велел читай. Я сказал: я не умею читать. Он во второй раз сжал меня так, что я опять напрягся до предела, а затем отпустил и велел читай. И я снова сказал: я не умею читать. Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал: Икра бисми раббика аллади халяк. Читай во имя твоего Господа, который сотворил. До слов Аллаха, 5-го аята, ма лам я'лам, чего тот не знал. Чего тот не знал. Сура 5-го аята, то есть с 1 по 5 аят, 96 сура. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сердце которого трепетало от страха, вернулся с этим к Хадиже бинт Хувейлид, ради Аллаху анха, и сказал: заммилуни, заммилуни, укрой меня, или заверни меня. И он оставался в подобном положении, пока страх его не прошел, после чего он сообщил ей обо всем и сказал: «Кад хашиту аля нафси», я испугался за себя. Хадиджа сказала: нет, клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи, слушайте, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, поклонение, помогаешь нести бремя слабому, поклонение, одоляешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство, помогаешь им переносить несгоды судьбы. А после этого Хадиджа вышла из дома вместе с ними, привела его к своему двоюродному брату, Варакат ибн Науфаль это был, двоюродный брат Хадиджа, ради Аллаху анха, Ибн Асаду
ибн Аль-Уззи, который в эпоху невежества принял христианство, пользовался для своих записей письменностью иудею, выписывал из Евангелия то, что было угодно Аллаху, и к тому времени явился уже глубоким слепым старцем, он стал в это время уже. Хадиджа сказала ему: «О, сын моего дяди, выслушай своего племянника». Варака спросил его: «О, племянник, что ты видишь?» И посланник, саллаллаху саллям, сообщил ему о том, что он видел. Варака сказал: это тот же ангел, которого Аллах направил к Мусе. О, если бы я был молод в эти дни и мог дожить до того времени, когда народ твой станет изгонять тебя. Посланник, саллаллаху саллям, спросил: «Ава мухриджиягум». Представьте, а они выведут меня, депортируют, как сегодня говорят, да? Выведут. А разве они будут изгонять меня? Так тоже можно сказать. Варака ответил: да, ибо когда бы не явился человек с чем либо подобным тому, что принес с тобой ты, Коран и Сунна, понимание сподвижников. Не удивляйтесь, если народ какой-то, народ или селение, или город, или страна, как говорится, депортируют таких людей, кто призывает к Аллаху и его посланнику. Не удивляйтесь. Это сунна кого? Многобожников, безбожников. Это ихний путь. Это ихний путь. Не удивляйтесь. Варака ответил: да, ибо когда бы не явился человек с чем-либо подобным, что принес с тобой, то есть что принес с собой ты, с ним всегда враждовали. Но если я доживу до этого дня, то буду помогать тебе, как только смогу. Однако Варака вскоре умер. Откровение временно прекратилось. Прекратились откровения. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ждал. Также до нас дошло, что откровения прервались на некоторое время, из-за чего посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, был опечален до такой степени, что несколько раз отправился утром к огромным вершинам горы, желая, не сделал он, желая сброситься вниз. Это приводится имама Ибн Касира. Но каждый раз, как он добирался до вершины, чтобы сбросить себя с нее, к нему явился Джибриль и говорил: «О, Мухаммад, ты действительно пророк Аллаха. Жди, имеет сюда дальше откровение». И сердце посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, успокаивалось, и он возвращался обратно, уже будучи спокойным. Вот что значит, когда каждый раз мусульманину не дают питание Корана и Сунны, понимание сподвижников, и сердце нуждается. Наши души нуждаются. Наша душа создана в небесах, мы сказали. До этого лекция наша. И эта душа в небесах создана, нуждается в небесное откровение. Поэтому этот голодный человек сделает разных видов преступлений. То есть голодная душа, та, которая не насыщается Кораном и Сунной, пониманием сподвижника, эта душа будет делать разные преступления. Поэтому нужны мечети, молельные места, культурные центры, чтобы донести до людей мусульман правильную религию. Чтобы они себя не погубили. Или других людей, чтобы они также не погубили. То есть наша душа нуждается в лечении небесном. А небесное это что? Коран и Сунна, понимание сподвижников. Откровение, Коран и Сунна. Нуждается душа. И вот когда перерыв откровения вновь затянулся, он точно так же отправился утром в направлении гор, и когда достиг вершины горы, ему явился Джибрил и сказал ему подобное этому. Джибрил ему сказал опять же: ты являешься пророком, посланником, избранником. Это были первые неспосланные аяты Корана. Они стали началом милости Аллаха, которую он тогда наградил своих рабов, и началом блага, которое он даровал им. В этих аятах говорится, что человек создан из густка, Сурат Аль-Аляк, из густка, и что Аллах по своей щедрости научил ему, то есть его тому, чего он прежде не знал. Дав знание человеку, Аллах проявил свою милость по отношению к нему. То есть великая милость это знание. Благодаря этому праотец человечества Адам возвысился над ангелами. Знаниями возвысился пророк Адам над ангелами. Аллах обучил его всеми именами. И говорится, разных версиях говорится, 5 мнений приводится. Пророк Адам говорил ли на арабском или нет? Сирияне он говорил, говорится, да? Да, говорится. И также он говорил на арабском. Даже сказано в одном из версий, что ангел Джибриль его обучил арабскому языку. И он говорил на арабском. И Нух тоже говорил на арабском, говорится. Приводится.
5 мнений, и там объяснение более подробно. Итак, Адам говорил на каком? Сирияне, арабском, и чуть, говорится, основам ибри. Да, знал он, знал. И так дальше, благодаря этому праотец человечества Адам возвысился над ангелами. Знанием. Знание может проявляться в уме, на языке или в грамоте. Знание как бывает? Не все бывают ораторами, не все бывают ораторами, не все бывают, как говорится, да, лингвистами, или, скажем, не все бывают морфологиях, или, скажем, синтаксисе разбирается, или красноречие. Знание может проявляться в уме, бывает, да, на языке и в грамоте. Поэтому, таким образом, оно бывает интеллектуальным, устным и письменным. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Икра ва раббукаль акрам». Читай, и Господь твой щедрейший. «Аллади аллама бил калам аллама аль инсана ма лам я'лам», который научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал человек. В одном предании сказано: укрепляйте знания письмом, записывая знания. И поэтому грамматика арабского языка была написана когда? Во время Али бин Аби Талиба, радiyallahu анху, Абу Асваду Дуали, ему он приказал написать грамматику наху. Наху он написал. И так они записывали диалекты арабские. Арабские диалекты даже записывали, чтобы сохранить, как говорится, язык. Они арабы, носитель языка. Арабы в те времена. И не было у них таких книг. Но они передавали это передаванием, передатчикам передавали свои знания арабского языка. И в городе очень слабо знали язык. Обычно в селениях, отдаленных местах, там, где племена вместе компактно жили, там и сохранились арабские, как говорится, да, основные языки. И пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, также отдали в именно племена подальше от Мекки, где-то 70 километров дальше. И там было, как говорится, климат хороший, не городской, и также язык был более чище. В одном предании сказано: укрепляйте знания письмом. Также приводится предание, в котором сказано: кто поступает сообразно своему знанию, тому Аллах даст знание, которое было ему прежде неизвестно. И так дальше приводится у нас. Всевышний Аллах сообщает о том, что как только у человека появляется много богатств, он начинает считать себя самодостаточным. Калля инналь инсана ятга ар-раау стагна, было сказано, помните? Всевышний Аллах сообщает о том, что как только у человека появляется много богатств, он начинает считать себя самодостаточным, становится злобным, неблагодарным, нарушающим границы дозволенного. Затем в следующем аяте звучит угроза, предостережение, увещевание. Аллах говорит: «Инна иля раббика руджа». Тот, кто переходит границы, возврат к кому? К Аллаху. Но к твоему Господу предстоит возвращение. Иными словами, ты будешь возвращен к Аллаху, который потребует отчета от тебя за богатство. А именно, каким образом оно было накоплено и на какие цели потрачено. Абдулла ибн Мас'уд сказал: двое алчных никогда не насытятся. Двое алчных. Кто сказал? Абдулла ибн Мас'уд. Никогда не насытятся. Обладающий знанием и владеющий миским. И они не будут равны между собой. Что касается обладателя знаний, то увеличивает он довольство Аллаха. А владеющий мирским будет продолжать приступать к границе. Знанием за знанием человек становится богобоязненным. А владеющий мирским, бывает, переступает границы. Это большинство делают люди. После чего Абдулла ибн Мас'уд прочитал ая: «Калля инналь инсана ятга ар-рааху стагна». Калля, человек приступает к границе дозволенного. Но нет, да, человек приступает к границе дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. А также иннама яхша Аллах мин ибадиль уляма, Аллах сказал: боятся Аллаха среди его рабов только обладающие знанием. Сура, 35 сура, 28 аят. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман хумани ла яшбаани талибу ильми ва талибу дунья». Не насыщается, заходите, не насытится двоим, то есть не насытится двоим ненасытным, стремящимся к знанию и стремящимся к мирскому. Этот хадис передал нам Табарани, Ибн Джаузи также его передал, этот хадис. Затем Аллах сказал:
Араита аллади янха абдан ида салля. Араита аллади янха абдан ида салля. Видел ли ты того, кто мешает рабу, когда тот молится? Как сегодня в некоторых странах людям молиться запрещают. Молиться, как мы сказали, в мечетях запрещает. Молиться в своих культурных центрах запрещает. И Аллах нам говорит об этом. Калля, калля. Арайта аллади янха абдан ида салля. То есть, видел ли ты того, кто мешает рабу, когда тот молится? Эти слова были неспосланы об Абу Джахли. Не повторяйте, пожалуйста. То есть, цивилизованное общество не будет повторять те же поступки многобожников Мекки, как Абу Джахль. Они не будут запрещать молиться в аэропортах, не будут запрещать молиться в вокзалах, не будут запрещать молиться в школах, университетах. Альхамдулилля, в этой стране, там, где я живу, сейчас преподаю, и в школе моим детям не запрещали молиться, альхамдулилля. И в аэропорту не запрещали, и на вокзале не запрещали, и в парке не запрещают, и в культурном центре, и мечети, альхамдулилля. Пусть Аллах сохранит тогда эту страну, тот, кто не запрещает молитву. Тот, кто запрещает молитву в своей стране, пусть Аллах погубит эту страну. Если страна запрещает молитву, пусть Аллах погубит, потому что такие страны не являются чистыми. То есть грязь там есть. Почему? Потому что там не делают поклон Всевышнему Аллаху. В этих странах, там, где не делают поклон Всевышнему Аллаху, эта земля нечистая. Чтобы осветить эту землю, нужно молиться, поклоняться одному Аллаху. Альхамдулилля, как я сказал, то, что я видел воочию, я вам говорю. Эти слова были неспосланы Абу Джахлю, мы сказали. Араита аллади янха абдан ида салля. И в этих словах Абу Джахль обращение, которое грозился помешать посланнику Аллаха, саллаллаху салям, совершить молитву в Каабе, хотел Абу Джахль запретить, посланнику, саллаллаху салям, хотел он запретить. Сначала Аллах говорит ему, чтобы он одумался. Араита инкана аль-гуда. Как ты думаешь, друг, он был на правом пути? То есть, как ты считаешь, что если тот, кому ты запрещал молиться, был на прямом пути в своих делах, амара бит таква, или призывал к богобоязненности в своих речах, а ты удерживаешь его и грозишься ему помешать совершить молитву, тогда Абу Джахль этого, как говорится, грозился. И сегодня такие, следующие за многобожником Абу Джахлем, есть целые страны, целое правительство, органы есть, которые запрещают молиться, следуя за Абу Джахлем, за многобожником, мекканцем. Они следуют за Иблисом, дьяволом, сатанисты натуральные. Слова Аллаха, «Алам я'лам би анна Аллах яра». Неужели он не знал, что Аллах видит его? То есть, разве не знал этот человек, который запрещал тому, кто находится на правильном пути, что Аллах видит его и слышит его слова, и в полной мере покарает его за такие деяния. Затем Аллах говорит в форме грозного предостережения: «Калля ла иллам янтахи». Видите? «Калля ла иллам янтахи». Но нет, если он не перестанет, если не откажет от своих притязаний, упрямства. «Ланасфа'ам биннаси», Аллах говорит. Если, смотрите, не откажет от своих притязаний, упрямства, «Ланасфа'ам биннаси», то мы схватим его за хохол. Вот это место. Аллах говорит, если этот Абу Джахль не остановится, и последователям Абу Джахля касается, и Аллах накажет и человека, будь это госорганы, будь это правительство, которое запрещает людям молиться. Это земля кого? Земля Господа миров Творца. Небеса кого? Господа миров Творца. Кто запрещает, они что, забыли? Аллах устрашает этого Абу Джахля, и говорит он, то мы схватим его за хохол. Аллах субхану ва тааля уничтожит Абу Джахля, если он помешает помолиться пророку, саллаллаху салям. И также последователям его в эти времена также. И будьте осторожны, не мешайте людям молиться. Не мешайте людям посвящать служение, поклонение одному Господу. Покрыв его, чего он говорит тут? «Ланасфа'ам биннаси», то мы схватим его за хохол, покрыв его мрачной чернотой в день воскресения. Нас етинкади патинхатия, хохол лживый, грешный,
хохал Абу Джахля, лживый в своих речах и грешный в своих поступках. Фалед унадия, то есть пусть он позовет Абу Джахль в свой клуб, или своих, как говорится, да, помощников, и пусть он зовет свое сборище, Аллах говорит. Пусть призовет на помощь своих соплеменников и своих последователей, пусть они позовут. Санад'у забания, говорит Аллах. Скажи им, мы же позовем адских стражей, пророку Мухаммаду Аллах говорит, скажи им, мы позовем адских стражей, ангелов, мучений, и тогда посмотрим, кто победит. Ибн Аббас сообщил, Абу Джахль сказал, если я увижу, что Мухаммад молится в Каабе, я наступлю ногой на его шею. Когда эти слова дошли до посланника Аллаха, саллаллаху саллям, он сказал, «Лаин фа'аля ла'ахазаттуль малаика», если он, Абу Джахль, это сделает, то его схватят ангелы. Хадис Сахих Бухари приводится, Тирмизи, Насаи, также имам Ахмад и Табарани его привел. Также сообщается от Ибн Аббаса, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху саллям, совершал молитву вблизи Аль-Макама, то есть место стояния Ибрагима. Место стояния Ибрагима, то есть камень, там, где стоял Ибрагим. Совершал молитву вблизи Аль-Макама. В это время к нему подошел Абу Джахль ибн Хишам и сказал, «Мухаммад, разве я не запретил тебе молиться здесь, как сегодня запрещают молиться в парке или других местах?» Как мы сказали, не запрещайте людям молиться. Но мы говорим, не заслоняйте дорогу. Но молитесь в парках, в лесу, где угодно, это земля Аллаха. Если вам государство не предоставило места, то вы имеете право, это земля, собственность Всевышнего. И так дальше. Посланник Аллаха, саллаллаху саллям, рассердился и пригрозил ему, Абу Джахлю. На что Абу Джахль сказал, чем ты грозишь мне, Мухаммад? Клянусь Аллахом, в этой долине мое племя самое большое, сказал он. Представьте, Абу Джахль что сказал? Чем ты грозишь мне, Мухаммад? Клянусь Аллахом, в этой долине мое племя самое большое. Тогда Аллах не спосылал такие аяты. Фалед'у надия, санад'у забания. Пусть он зовет свое сборище, Абу Джахль, то есть свой клуб, свое сборище, своих сотрудников. Мы же позовем адских стражей, говорит. Ибн Аббас сказал, если бы он призвал своих людей, то в тот же миг был бы схвачен ангелы мучения. Ангелы мучения. Это приводится в сборнике Сахих Тирмизи, Насаи, также Тавсири, Ахмад, также Табарани. И так дальше Ибн Джарир передал со слов Абу Хурайры, что Абу Джахль спросил, сделает ли Мухаммад земной поклон в вашем присутствии? Ему ответили, да. Тогда он сказал, клянусь Аллахом аль-Уззой, когда я вижу его в таком положении, во время молитвы я наступлю на его шею ногой, так что его лицо окажется полностью в пыли. Когда появился посланник Аллаха, саллаллаху саллям, и стал в молитве совершать земной поклон, к нему направился Абу Джахль, чтобы наступить ему ногой на шею. Но приблизившись к нему, вдруг остановился Абу Джахль, испугался он и стал отмахиваться от чего-то руками. Увидел он чего? Ангелов. Но отмахиваться руками он. Его спросили, что с тобой? Он ответил, я неожиданно увидел разделяющий нас с пророком, саллаллаху алейхи, огненный ров. Это было ужасно. Ангелы сделали перед ним огненный ров. И я видел какие-то крылья ангелов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал об этом. Если бы он приблизился ко мне, то ангелы разорвали бы его на части. Аллах после этого не спаслал. Но нет, человек приступает к границе дозволенного до конца этой суры. Слова Аллаха но нет, не повинуйся ему, означает не повинуйся его запрету. Мухаммад, будь тверд в своем поклонении. Молись, где пожелаешь, не беспокойся о нем. Аллах защитит тебя от людей и поможет тебе. Васджуд вактариб, пади ниц и приближайся к Аллаху. В Сахихе Абу Хурайра сообщил, что посланник, саллаллаху алейхи, сказал,